Ставок больше нет. В Чебоксарах правоохранители пресекли незаконную деятельность 2 игровых салонов. Предприниматели, которые и раньше попадали в поле зрения оперативников, доигрались до уголовного дела. С подробностями наши коллеги из пресс-службы МВД по Чувашской республике. Оперативники и не рассчитывали, что дверь им запросто откроют. Поэтому выехали на задержание в сопровождении спецназа со специальными инструментами. Большинство из находившихся в подвальном помещении по Московскому проспекту людей, естественно, оказались здесь абсолютно случайно. Еще один клуб для просто любителей азартных игр до этого дня работал по улице Академика Крылова в Чебоксарах. Предприниматели, которые попали в поле зрения полицейских еще 3 года назад, по всей видимости, решили сыграть в кошки-мышки с правоохранительными органами и недооценили своих соперников. Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской республике совместно с коллегами из регионального управления Федеральной службы безопасности проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, по результатам которых задокументирована деятельность организованной преступной группы, которая с 2020 года занималась незаконной организацией проведения азартных игр на территории города Чебоксары. Администратору салона, в отличие от клиентов, случайным человеком прикинуться сложно. Но и много говорить не хочется. Болтливых в подпольное казино на работу не берут. Что вот это прогрузилось сейчас в полоску? Компьютеры. Чьи компьютеры? Сколько их всего здесь? 16. Желающим сделать ставки приходилось пройти строгий фейс-контроль с помощью видеонаблюдения за входом. Или, что надежнее, заручиться поддержкой кого-нибудь из завсегдатаев. Нет, игроки же друг друга знают. Игроки друг друга знают. Если друг может подойти посмотреть, ага, я его знаю и все. Если раньше устроители тайных игр считали только прибыли от нелегального бизнеса, то после возбуждения Следственным управлением Следственного комитета по региону уголовного дела по части 3 статьи 171.2 просчитывают шансы остаться на свободе. Следователями Следственного управления Следственного комитета по Чувашии проведено 6 обысков по месту функционирования незаконных игровых салонов, а также по месту жительства подозреваемых, в ходе которых изъята компьютерная техника, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение по делу. По ходатайству следователя судом в отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 2 других не связанная с лишением свободы. Оперативные и следственные мероприятия по делу еще продолжаются. Будет дана правовая оценка действиями собственников помещений, где располагались клубы.